Язык как средство и фактор сохранения национальной культуры. Под таким названием в Чувашии прошло заседание круглого стола, посвященного Дню родного языка. Руководитель региона по видеосвязи пообщался с историками, языковедами и культурологами региона. К собранию также присоединились члены Кабинета министров и общественные деятели. Совещание прошло под лозунгом «Перле», что в переводе с чувашского означает «вместе». Спикеры выступили с 5-минутными докладами, в которых рассказали о своей работе по сохранению и развитию чувашского языка. Так, ведущий научный сотрудник Чувашского госинститута гуманитарных наук Алевтина Долгова сообщила, что на данный момент в республике создается новый толковый словарь современного чувашского языка. В свет уже вышли 3 тома из запланированных 7, и сейчас готовится 4-й. Также в планах создание нового чувашско-русского словаря. Однако для популяризации и развития родного языка есть множество препятствий. Требования к научно-исследовательской деятельности лингвиста, к уровню его подготовленности очень высокие. Уменьшение количества часов чувашского языка и литературы в сельских школах, катастрофическое сокращение числа студентов на филологических факультетах сказывается весьма существенно на будущем не только лингвистики, но и всей чувашской филологии, культуре и искусстве. Вызвать интерес к родному языку среди школьников помогает современная литература. Так, в прошлом году Чувашское книжное издательство выпустило 86 наименований книг, половина из которых написаны на чувашском. Однако, по словам генерального директора издательства Светланы Каликовой, довести произведение до читателей не так просто. Еще один инструмент для привлечения молодежи к изучению родного языка – современные технологии. Приложения на смартфоне разрабатывают сотрудники 5-й гимназии совместно с лабораторией виртуальной и дополненной реальности. Благодаря ему можно изучать чувашскую вышивку и местные достопримечательности. Наведя камеру смартфона на монумент матери, пользователю рассказывается ее история на чувашском языке, а также история чувашской вышивки и узоров с примерами. Также спикеры круглого стола рассказали о работе Яндекс.Переводчика. Сервис помогает перевести слова с чувашского на русский и обратно. Подытожив работу видеоконференции, руководитель региона дистанционно наградил памятными медалями к столетию чувашской автономии лучших учителей и научных сотрудников. Татьяна Самсонова, Владимир Синдеев, Виктор Степанов. Вести Чувашия.